В Гагаузию прибыла автоколонна с гуманитарным грузом из Санкт-Петербурга. 13 февраля на центральной площади Комрата гуманитарная помощь в виде 24 мини-тракторов, 3 машин скорой помощи, пожарной автоцистерны, ряда комплектов медицинского оборудования, инвалидных колясок и медицинских препаратов в торжественной обстановке была передана властям автономии. Только с 2014 года у нас заключено соглашение. И я знаю, что были скептики, которые говорили, опять еще одно рамочное соглашение, которое просто будет как соглашение, останется на бумаге. Ничего подобного. Мы как раз живем в этом мире для того, чтобы помогать друг другу. И сегодня эта помощь, еще раз говорю, уже овеществленная. В этом процессе участвовало достаточно много людей. Я бы хотел выделить еще 2 группы. Первая – это наши сотрудники, сотрудники нашего Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые присутствуют здесь, которые с помощью их, в том числе труда, нервов, эта колонна достигла нашей братской Гагаузии. И второе – это водители, которые на своих фурах доставляли этот груз. И сразу же могу сказать, так получилось, что это наши белорусские друзья. Сопровождавший колонну с грузом заместитель директора Национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования России Александр Тамашов отметил, что 5 фур гуманитарной помощи для Гагаузии не удалось переправить коротким путем через Украину и пришлось проделать длинный 7-дневный путь через Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Самое яркое впечатление нашего 7-дневного маршрута сюда – это вы, это наши братья, это население Гагаузии. На самом деле у нас есть чем сравнить. Вы не поверите, только мы выехали из Санкт-Петербурга и пересекли белорусско-польскую границу. Может быть, где-то и условия получше, а скажем честно, почувствовав, что мы дома, почувствовать, что мы среди братьев, что среди вас, мы почувствовали только, когда увидели на дороге надпись «Гагаузия». Еще раз говорю, от российского народа, от простых людей, самое вам глубочайшее уважение, любовь и нашу братскую, пока что маленькую помощь. Башкан Гагаузии Ирина Влах выразила слова благодарности делегации из Санкт-Петербурга от имени всего гагаузского народа и отметила, что и впредь отношения между Гагаузией и Российской Федерацией будут развиваться также плодотворно и динамично. Дружба наша крепнет, сотрудничество наше крепнет, и я рада, что мы работаем буквально по всем направлениям. Я еще раз убедилась, что если губернатор Санкт-Петербурга сказал, то он обязательно сделал. Это не только в сегодняшнем событии выражено, но это выражено и в других событиях. В ближайшее время мы будем в Санкт-Петербурге открывать представительство Гагаузии, и это будет очень серьезным толчком в укреплении наших контактов между Гагаузией и Санкт-Петербургом. Решением исполнительного комитета Гагаузии гуманитарная помощь в виде санитарных автомобилей была передана в пункты скорой помощи сел Кангас, Тамай и Чешмекиой. Автоцистерну пожарной службы передали Управлению чрезвычайных ситуаций Гагаузии, а мини-трактора, погрузчики для уборки и очистки улиц были переданы примарам населенных пунктов автономии. Я считаю, что эта гуманитарная помощь очень ко времени. Почему? Потому что, во-первых, у нас такой техники не было никогда. И, во-вторых, сейчас наступает пора, когда надо будет убираться. И это как никогда к месту. Поэтому я, безусловно, безумно рад, что нам выпала такая честь, что нам Россия оказала такую помощь. Для Кангаза именно есть и погрузчики, есть и машина скорой помощи. Кангаз, как вы знаете, один из самых больших населенных пунктов, и поэтому особое внимание к Кангазу. У нас коммунальная служба одна из сейчас самых насыщенных, и в этом плане мы работали с предыдущими проектами. И помощь со стороны России, кстати, не только работникам скорой помощи, а больше всего жителям, которые будут обслуживаться на этой машине. А это больше, чем 15 тысяч населения. Но у нас есть в селах места, где мы, естественно, их применим. И наши населенные пункты от этого будут иметь большую пользу. Стоимость гуманитарного груза, переданного гагаузскому народу из Санкт-Петербурга, была оценена в 10 миллионов леев.